Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел очередное заседание Кабинета министров. В Ашхабаде пройдет выставка экспортных товаров Турции. В Туркменистане создадут национальную систему аккредитации образовательных учреждений и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета министров Туркменистана, на повестке дня которого стояли вопросы подготовки стратегических документов в области строительства, финансов, энергетики, решения текущих задач в сферах сельского хозяйства, культуры, образования и транспорта. Обсуждались конкретные пути реализации государственных программ и национальных проектов, призванных укрепить экономический потенциал страны и повысить благосостояние туркменского народа. 1-2 декабря состоится рабочий визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Объединенные Арабские Эмираты для участия в конференции КОП-28. С 5 декабря в городах Ашхабад и Аркадак, а также в вилаятах Туркменистана будет организована праздничная торговля. Соответствующее предложение было озвучено в целях удовлетворения спроса населения на разнообразную продукцию в преддверии празднования Международного дня нейтралитета и Нового года. С 6 по 8 декабря в Ашхабаде пройдет выставка экспортных товаров Турции, в ее рамках Туркмено-турецкий бизнес-форум, а также 7-е заседание Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству. В конце 2023 года в Туркменистане пройдет молодежный форум и выставка. На мероприятиях подведут итоги успехов, достигнутых туркменской молодежью на международных спортивных соревнованиях, школьных и студенческих олимпиадах. Будут рассмотрены достижения молодых людей в сфере экономики. В Туркменистане создадут национальную систему аккредитации образовательных учреждений. Для этого ведется подготовка проекта положения о государственной аккредитации образовательной деятельности. Цель нововведений – включение вузов Туркменистана в мировые рейтинги. Японские ученые вырастили овощи в почве, имитирующие грунт с астероида Рюгу. Это открытие имеет важное значение для будущих космических миссий и колонизации других планет. Ученые обнаружили, что грунт с астероида содержит органические вещества, кремний и аминокислоты. На основе этого анализа они создали искусственную почву, в которой успешно вырастили гречиху, салат латук и рукколу. Гречиха даже зацвела, листья салата достигли нормального размера. В Британии 10-летний мальчик Тедди Коттл создал петицию к Apple с требованием изменить эмодзи в очках и зубастой улыбкой. По мнению школьника, существующая эмодзи ботаника оскорбляет людей, которые носят очки. Тедди сам носит очки и считает, что эмодзи с кроличьими зубами создает о людях в очках ложное впечатление. Он предложил свой вариант эмодзи с озорной улыбкой. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.